Эрдалама Самена. Самена. Эрдалама, а Иисус, он что-нибудь знал про Будду? Ведь во времена Христа Будда был уже знаменит. Вы знаете, это довольно-таки сложный вопрос, я не могу ничего на этот повод сказать. Возможно, знал, потому что есть небольшой пласт биографии Иисуса, когда по некоторым источникам он пошел на восток. Возможно, купцы, которые путешествовали, что-то принесли, или были путешественники, буддисты, возможно, что-то знал. Не можем однозначно. Возможно, знал, а возможно, и не знал. Возможно, нет. Эрдалама, а бывает ли у вас, что вы чувствуете бессмысленность бытия и хочется все бросить к чертовой матери? Ну, на данный момент, раньше возникало подобные мысли, это бессмысленное существование, зачем родился, что, как. Ну, при изучении буддизма подобные вопросы, они уже более не возникают, понимаешь, в чем смысл, как развиваться, для чего, зачем. И это такое томление, которое это не знаешь, что делать, там, дайте мне точку, я переверну землю переверну, оно ушло. Понятно. Как вы считаете, можно ли сказать, что женщины — это искусительницы, которые мешают мужчинам следовать по пути Будды, отвлекая их своими женскими прелестями? Интересно. Это мы из Библии взяли, да? Нет. Почему же? Ну, в буддизме женщина ставится на очень высокое место все же. Есть. Потому что вся практика развития бодхичитты, сострадания основывается на любви к маме. А мама все-таки у нас женщина. Ну да. И если рассматривать уже буддизм тантрийский, то в этом случае для успешного более продвижения там обязательно нужен партнер. То есть и в тантре недаром... Противоположного пола. Да, противоположного пола. И недаром одним из коренных нарушений принятых обязательств в тантре есть принижение женщин. А этот партнер, он тоже должен стремиться к чему-то светлому и высокому, или он может... Или не обязательно для него? Обязательный фактор. Там очень много характеристик, каким должен быть партнер в этом. Должны быть практики, обязательно оба. Не может быть такого, что один другого использует, там достиг, а другой там остался в виде непонятного груза. Нет, совершенно. Тогда никакого продвижения не будет. Эрдалама, вы читали книжки Пелевина? Читал. Можно сказать, что они тоже буддийского толка? Ну, намешано там все очень много всего. Ну, в той книге, которую я читал, как-то одно, там не было ничего про буддизм. Я читал Generation P. Понятно. Вот вы как-то говорили, что сексуальное влечение греховно, потому что оно привязывает нас к сансаре. Но тогда получается, что все наши родители и матери грешники? Я вам говорю с позиции видения того, что окончательной свободы, каким образом она возникает. Если человек, понимая ущербность жизни, понимая, что любое рождение, в сансаре в частности, ведет к тому, что это бесконечное прибавление страдания, то в этом случае отречение рождается в виде любой радость, счастье или какое-то удовольствие видит в виде огня, страдания, которое служит источником огня страдания, потому что ведет к тому, что он вновь рождается в сансаре. С этой позиции — да. Понятно. Но все-таки порицать и считать греховными людей, которые занимаются сексом, не стоит. Если при этом очень хорошие отношения, семья крепкая, в этом случае нормально, это путь мирянина, и он естественный. Отлично. Но в этом случае не должно быть нарушения супружеской верности и сексуальных извращений. Это важный факт. А если ты еще не женат или не замужем? Если не женат, не замужем, но связь с женатыми, замужними, с несовершеннолетними, не положено местах, не положено время, это и есть извращение. То есть, если ты не женат, то только с незамужними надо? Все-таки постоянно этот блуд, он ни к чему хорошему тоже не приводит. Это все равно человек начинает погоню, которая не приводит ни к какому результату, полностью заблуждение, тратит и время, и силы. И, здесь тоже твоя умеренность нужна? Обязательно, во всем. Понятно. Если все в мире по своей природе страдания, то зачем такой мир вообще нужен? От нас он не зависит. Сказать, что если такой мир полный страданий, его разрушить и наступит счастье, это крайность, которая в действительности не имеет никакой причины и никакого разумного довода. В понимании буддийской философии мы существовали задолго до появления Земли. Земля, как возникший фактор, она
разрушится, солнце наше потухнет. И ученые об этом говорят, и это и логически при рассуждении поймем. Вы говорите, то есть о Вселенной существующей сейчас? Да, она разрушится. В частности, Землю берем нашу, вот эту планету, нашу, планету Земля. Окей. Она появилась в силу причин и условий. Она старится, разрушится, и наше Солнце также не вечное. Вот, наше понимание, конечно, это огромное количество времени, но оно все равно разрушится, исчезнет в настанет момент. То есть, получается, оно все разрушится, исчезнет. По мнению буддийской философии, когда все живые существа, которые на тот момент будут населять Землю, они не исчезнут вместе с Землей, они просто перейдут в другие миры. И это означает, что те люди, которые думают, что вот этот мир полный боли и страданий разрушить, то это не решит проблему совершенно, коренным образом. Но смотрите, если разрушить все миры, то тогда живым существам будет негде рождаться? Ну, таким образом невозможно. Каким образом? И даже если теоретически невозможно. Все равно будет то место, где живые существа переродятся и вновь. Естественный фактор. Если в силу какой-то хорошей нами поступков, добродетели нам суждено родиться в высших мирах, мы в высших, если низших, то в низших. Понятно. Но ведь в любом мире рождения, по сути своей, страдания. Да, обусловлено бы страдания. То есть в идеале было бы, чтобы вообще никто нигде никогда не рождался? Не просто не рождался, а просто пресек причину возникновения страданий. Когда мы говорим о страдании как о результате действия, мы пытаемся просто само страдание разрушить, несмотря на то, что страдание не возникло само по себе, оно возникло в силу каких-то причин и условий. И наиболее правильным методом является не борьба с результатами, как у нас принято везде борьба с результатами, а именно борьба с причиной возникновения этих результатов. Если мы подобным образом научимся не бороться с результатами, а убирать причины для возникновения этих результатов, то подобных результатов как негативных не будет возникать. Поэтому наиболее важным является аспектом понять, в чем суть причины возникновения подобного. Ну смотрите, Эрдем Лама, если в конце концов у каждого закончится путь тем, что он пресечет рождение свои, то зачем тогда вообще, какой смысл тогда в этом существовании? Страдать, может быть, лучше было бы, если бы никто из нас и не появлялся бы, и тогда бы нечего было пресекать? Да, если бы от нас это зависело бы, если бы от нас это рождаться или не рождаться. Это как получилось, что вот мы все-таки рождаемся? Есть ли ответ у буддизма на этот вопрос? Ну, говорит, что такого взять начальную точку, отсюда появилась в жизни, пошли живые существа, практически нету, говорят. Но на сегодняшний момент в буддизме очень четко утверждает, что есть конечность вот этих страданий. Оно наступит при том, когда живые существа, осознав ущербность бытия, начнем путем практики, смогут из своего ума убрать причины, приводящие к страданию, то страдание как таковое иссякнет и исчезнет. А сейчас в наше время тоже появляются какие-то новые существа, или сейчас перерождаются только те, кто уже перерождался? Новых существ не могут появляться. Ясно. То есть кто вначале там появился, те и перерождаются по бесконечному количеству раз. Все понятно. Как вы считаете, существуют ли дьяволы и темные силы? Ну, такого персонажа, который в нас находится, как дьявол, и темный сил в буддизме не признается. В основном все силы вот эти демонические, скажем так, силы, они кроются в нас. И, в принципе, практика в учении Будды, она обусловлена тем, чтобы борьба со внешними какими-то врагами, а с внутренними это, наверное, более важно. Потому что, ну, допустим, каким-то образом появился внешний враг, мы этого внешнего врага, скажем, убрали, победили, но наши внутренние враги, они идут с нами из одной жизни в другую, и это бесконечный процесс. Они всегда будут с нами. То есть они будут подвигать тому, что будут возникать у нас внешние враги, будут появляться в виде каких-то разных страданий, будут возникать какие-то неуспехи. И причина, она кроется не каких-то во внешних факторах, а во внутренних факторах. И победа над врагами как таковыми в буддизме считается победа над внутренними, то есть убрать причину самого возникновения внутренних вот этих врагов, самые важные внутренних. И тогда, когда убираем внутренние враги, так и внешне просто не проявляется. То есть, получается, какой-то внешней силы, которая хотела бы напакостить людям, такой нету силы? Нету. Ну, есть небольшие какие-то классы духов вредящих, да, о которых говорится в текстах, в ритуальных текстах упоминается, но это те также живые существа, которые посредством своего рождения переделились в этом обличии и, не понимая, что они творят, вот в силу своей склонности совершают те какие-то действия, которые нам кажется являются негативными, вредящими, мы пытаемся от них избавиться. Понятно. Эрдем Лама, а буддизм, он на человека накладывает массу ограничений или все же он делает его свободным?
любое знание как таковое, ну, что значит свободное? Человек в обществе не может существовать свободно. Одежду, которую мы носим, она не появилась спонтанная. Оно также зависит от труда там, других людей. Да, я зарабатываю, имею возможность купить, но одежды я сам не создаю. Пища, дом, в котором живем, все прочее, то есть возникает в зависимости от других людей. Ощущение успеха, богатства, все прочего, радость, счастье возникает в зависимости от других людей. Одного человека посадим на остров одним и обложим его золотом. У него не будет ощущения богатства, а у нас относительно всего чего-то возникает обязательно. Зависимость огромная. Поэтому такой свободы, как человек говорит, что он свободен от всего, я сам по себе, совершенно ее нет. Это просто неправильное восприятие. То есть нельзя сказать, что буддизм может сделать человека свободным? Может, но свобода, она, как говорится, произрастает изнутри, внутренняя свобода. Внутренняя свобода — это не означает независимость ни от чего. Свобода, когда мы понимаем зависимость ни от чего не зависит. Такое вот понимание очень сложное. Назвать, что какой-то объект существует свободным, независимо от чего. Понятно. Это я зависю от многих причин и условий. Также зависю от своего вчерашнего я. Ясно. И мое будущее зависит от моего сегодняшнего. То есть полная зависимость. А как вы относитесь к лозунгу «Свобода, равенство, братство»? Это очень хорошее. Отлично. Потому что все-таки равенство, братство означает это очень... Когда у нас родной, любимый брат, мы к нему относимся очень хорошо, желаем ему добра, счастья, помогаем ему, хотим, чтобы возникли какие-то причины, условия для возникновения, и сами создаем это, если мы в чем-то помочь этому. И когда вот подобное ощущение братства в обществе у нас распространится, то такие конфликты, как ссоры, войны, эти, которые сейчас у нас, например, они просто-напросто сами по себе исчезнут. Ну что ж, спасибо, Дамама. Вайрте. Поэтому.